Следующий хадис. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون أخرجه الترمذي وابن ماجه وسنده قوي. Итак, от Анаса ради Аллаху та'аля ан, потому что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям сказал: каждый сын Адама хаппа, ошибающийся. Лучший из ошибающихся это кающиеся. Хадис привел Тирмизи, Ибн Маджа, и говорит Ибн Хаджар ас-Скалани, что иснад этого хадиса является сильным. И так сказано: куллю бани Адам. Куллю здесь это что? Мубтада. Да? Мубтада, то есть подлежащее. Хаппа, каждый сын Адама, потомок Адама, каждый человек. Хаппа. Хаппа это хабар здесь, это сказуемо. Что такое хаппа? Хаппа, то есть много ошибающийся. Часто ошибающийся. Не сказано здесь «Куллю бани Адам юхты», каждый человек ошибается. Нет. А сказано «каждый человек хаппа», то есть много ошибается. Как много у нас ошибок. Как много мы совершаем ошибок. В чем заключаются они? Либо мы оставляем ваджиб, что-то из обязательных предписаний Аллаха Субхану ва Тааля. Либо совершается что-то запрещенное Аллахом Субхану ва Тааля. Кто из нас уберегся от того, чтобы нарушить хотя бы одну из предписаний Аллаха Субхану ва Тааля обязательно? Или кто из нас уберегся от того, чтобы не совершить то, что запретил Аллах Субхану ва Тааля? Пусть простит Субхану ва Тааля нас. Итак, каждый человек, сказано, хаппа, много ошибающийся. Ва хайруль хаттаина таввабун. Лучшие из ошибающихся это кающиеся, то есть возвращающиеся к Аллаху Субхану ва Тааля после совершенной ошибки. Даже если несколько раз она совершается. Совершается много ошибок, все равно, что возвращаться к Аллаху Субхану ва Тааля, потому что слово хаппа здесь, оно указывает на что? Совершающие ошибки часто. То есть даже если это повторяющаяся ошибка повторяется, все равно нужно возвращаться к Аллаху Субхану ва Тааля. Каждый раз, когда ты допустил грех, допустил такую ошибку, возвращайся к Аллаху Субхану ва Тааля. Худшие из ошибающихся это кто? Те, которые не возвращаются к Аллаху Субхану ва Тааля. Лучшие из ошибающихся, те, которые каются и возвращаются к Аллаху. Худшие те, которые совершают грех и не волнует их, что они совершили грех. И не переживают они за это. Лучшие те, которые возвращаются к Аллаху Субхану ва Тааля. Пророк алейхиссалату вассалям говорит: если бы вы не совершали грехов, Аллах Субхану ва Тааля тогда убрал бы вас и на ваше место привел бы других людей, которые совершали бы грех, но и каялись. И каялись, и Аллах прощал бы их. Это не призыв совершать грехи в этом хадисе, как думают некоторые. Это указание на то, что сущность человека такова, что он ошибается, но одна из мудростей, что человек совершает ошибку, чтобы он мог покаяться, попросить у Аллаха прощения, вернуться к Аллаху. Аллах любит кающихся. Хорошо? Так проявляется этот атрибут Аллаха Субхану ва Тааля, принятие покаяния, любовь его к покаянию. И Аллах Субхану ва Тааля, сказано, прощал бы их. Они бы просили прощения, и Аллах прощал бы их. Поэтому, да, ты совершаешь грехи. Да, может быть, ты много совершил грехов. Но не отчаивайся. А возвратись к Аллаху Субхану ва Тааля. И покаяние, оно стирает это прегрешение. Ты должен знать, что такое покаяние тауба. Покаяние это возвращение к Аллаху Субхану ва Тааля от прегрешения. От прегрешения ты возвращаешься к покорности Аллаху. Пусть никто не думает, что совершай грех, кайся, потом опять совершай грех и кайся, потом опять совершай тот же грех и кайся. Значит, такой человек не понимает, что такое покаяние. Покаяние имеет свои условия. Сколько условий покаяния? 5. 5 условий покаяния. Первое условие покаяния это аль-ихляс. Аль-ихляс. Ихлясу ния, то есть искреннее намерение, посвященное Аллаху Субхану ва Тааля. Второе условие это сожаление о том, что ты сделал.
Третье условие – это оставление этого греха незамедлительно. Четвертое условие – это решимость твердая, никогда не возвращаться впредь к этому греху. И пятое условие, чтобы оно было совершено, покаяние, вовремя. Так, первое условие – это искренность ради Аллаха Субхану ва Тааля. Всякое праведное деяние, а покаяние – это из наилучших праведных деяний, всякое праведное деяние, оно должно быть искренним. То есть обязательно должно присутствовать условие аль-ихляс, искреннее. Покаяние должно быть ради Аллаха Субхану ва Тааля. Иначе покаяние будет отвергнуто Аллахом. Как сказано, хадис аль-Кудси. Хадис аль-Кудси сказано, Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Ана агна шурака яни ширк». Я меньше, чем кто-либо, нуждаюсь в сотоварищах. «Ман амиля амалян ашрика фии маи гайри таракту ва ширка». Кто совершит какое-то деяние и придаст мне в нем сотоварищей, то есть еще ради кого-то, ради чего-то это сделать, я оставлю и его оставлю, и его ширк. Итак, это первое условие. Второе условие – это сожаление. Сожаление о содеянном. То есть человек действительно переживает за это. И критерий этого, что если бы была возможность это не совершить, он думает: я бы никогда это не совершил. Если бы была возможность. Вот что такое сожаление. Третье условие – это оставить прегрешение. Если человек говорит: каюсь, а потом снова поднимает бокал с вином и говорит: я каюсь, прошу Аллаха прощения, и дальше пьет, то это что? Это не покаяние. Это больше похоже на издевательство. Если человек говорит: я каюсь, и продолжает давать деньги под проценты, то это издевательство. Ближе к издевательству, чем к покаянию. Четвертое условие – это решимость не делать это впредь. Решимость, твердое решение, никогда не делать это впредь. И пятое, как мы сказали, это сделать это вовремя. Если человек оставляет прегрешение, чтобы угодить своим родителям, или угодить своему начальнику, или еще кому-то, не потому, что он желает приблизиться к Аллаху Субхану ва Тааля через свое покаяние, а потому, что хочет добиться расположения кого-то из людей, примется ли его покаяние? Нет. Почему? Потому что отсутствует первое и главное условие. То есть обязательно должен быть ихляс. Дальше, если человек, оставляет прегрешение ради Аллаха Субхану ва Тааля, но при этом он не испытывает сожаления особого. Хорошо? То есть так, как будто бы ничего такого не случилось особенного. Сделал это, что теперь? Больше не буду делать. Нет, у него сожаления. Принимается такое покаяние? Нет, не принимается. Как сказано в хадисе, покаяние – это что? Сожаление. Это его признак. Обязательно должен чувствовать человек, что он совершил преступление. Третье, мы сказали, оставить должен человек грех. Если человек, например, кается в воровстве, но при этом имущество, которое он своровал у него дома, он не возвращает это хозяину, это имущество, пользуется дальше этим имуществом, принимается такое покаяние? Нет, не принимается такое покаяние. То есть ты должен отказаться от этого имущества, вернуть его хозяину. То, что касается имущества, такого понятно. То есть, если есть у тебя имущество, которое, например, человек своровал, вернуть его хозяину, отобрал, вернешь хозяину и так далее. Здесь понятно. А если человек не знает хозяина, или хозяина нет уже, то есть, например, он пошел в какой-то магазин, что-то купил там в долг, а потом не вернул это и все. Забрал эту вещь и больше не ходил в этот магазин, и магазин закрылся, где эти хозяева, куда они уехали, ничего не знает. Что тогда делать? Как тогда здесь избавиться от этого греха? Как в данном случае остановиться, то есть остановить совершение этого греха? Что ему делать? Мы скажем, нужно дать садака от имени человека, которому принадлежит это имущество, которое своровано или отобрано, или какими-то другими незаконными путями взято у этого человека. Если человек дает это имущество, которое он своровал, в качестве садака ради Аллаха Субхану ва Тааля от своего имени, принимается его покаяние? Нет, не принимается. И ему нет пользы, и тому человеку тоже нет пользы. И в судный день тот человек спросит с тебя. То есть взыщут с тебя пользу того человека в судный день.
Поэтому условием является дать садака от имени этого человека, которому принадлежат эти деньги или это имущество. Понятно. Если вопрос не связан с деньгами, а связан, например, с посяганием на честь. То есть ты посягнул на честь брата, обидел его путем злословия. Ты злословил в его адрес. Как быть? Как в данном случае остановить совершение прегрешения, совершение греха? Как остановить совершение греха в данном случае? Что делать? Уляма говорят, иди к этому человеку, в отношении которого ты произнес плохие слова в его отсутствие, совершил гиба, злословие. Скажи ему, прости меня, извини меня. При этом не говори, какой именно, что ты именно о нем сказал. Просто скажи, прости меня. То, что я совершил плохого в отношении тебя, прости меня. Тому человеку, которому он просит прощения, ему также следует, что не спрашивать, а за что именно, что ты именно про меня сказал, расскажи. Не следует это делать. Почему так? Потому что если ты спросишь его, что ты про меня говорил, и он тебе расскажет, возможно, это покажется тебе очень страшным. Тогда ты не сможешь простить этого человека. Поэтому, если он просит у тебя прощения, скажи, да, я прощаю тебя, все, это хорошо, это благо. И больше не нужно. Некоторые уляма, некоторые ученые называют условия. Они говорят, нужно идти вот так просить прощения у человека, в адрес которого ты злословил, в том случае, если он знает, что ты про него злословил. Злословил о нем и произнес гиба в адрес этого человека. Если до него это дошло, а если до него это не дошло, тогда не нужно к нему идти и говорить, вот я злословил в твой адрес, прости меня. А в таком случае что нужно сделать? В таком случае нужно попросить у Аллаха Субхану ва Тааля прощения за то, что ты сделал, и попросить прощения для того человека. Хорошо? То есть просить прощения за грехи того человека. Просить Аллаху, Аллах, прости его, прости ему его грехи. То есть фастагфир лаху, как сказано, да, в хадисе, проси прощения для него, для этого человека. И второе, что ты должен сделать для этого человека, там, где ты говорил о нем плохо, где злословил, в том месте пойди туда, в этом маджлисе, в этом собрании, скажи о нем хорошо. Упомяни достоинство этого человека, отзовись о нем благом. Так говорят некоторые уляма. То есть они ставят условием того, идти к человеку или не идти, что? Дошло ли до этого человека? Или не дошло известие о том, что ты говорил о нем плохо? Шейх Усаймин, рахимахуллаху тааля, говорит, что все-таки лучше, чтобы быть спокойным и выйти из разногласий ученых, все-таки пойти к тому человеку и сказать ему, прости меня, что я когда-то какие-то слова сказал, не очень лестные, о которых сейчас жалею, прости меня. Если тот человек простит, альхамдулилля, это хорошо. Если он не простил, то в таком случае что мы скажем? Означает это, что ты должен отчаяться? Теперь нет. Если Аллах Субхану Тааля знает, что твое покаяние было искренним, что у тебя была искренность, что у тебя было сожаление, что ты оставляешь этот грех, что ты пошел к того человека, попросил прощения, и тот человек отказывается, Аллах Субхану Тааля, зная искренность, истинность твоего покаяния, он в судный день сделает так, что возьмет на себя удовлетворение прав того человека. Возьмет на себя за тебя, хорошо, удовлетворение прав того человека, в адрес которого было произнесено злословие. Четвертое условие мы говорили, какое? Иметь решимость никогда не возвращаться к этому греху. Здесь хочу спросить у вас, является ли условием принятия Аллахом покаяния не возвращаться никогда к греху? Или нет? Нет. Есть разница между наличием решимости не возвращаться и между что? Невозвращением к этому греху. То есть, если человек искренне покаялся, имел твердую решимость никогда к этому греху не возвращаться, но потом так получилось, что шайтан сбил его, и он пошел на поводу у своей души, у своего нефса, приказывающей злое. И все-таки опять совершил этот грех. Означает ли это, что его то первое покаяние не принято Аллахом Субхану Тааля? Нет, принято. Просто ему нужно что? Каяться в этом уже другом грехе, который он совершил, во втором грехе.
Поэтому условием действительности покаяния является решимость никогда к этому греху больше не возвращаться. А если будет человек, что колебаться, может еще раз сделаю когда-то. Ну вдруг, может еще, если будет возможность, может быть еще раз сделаю. Есть у него что? Колебания, тогда его покаяние не будет принято Аллахом Субхану ва Тааля. Пятое условие после ихляса, после искренности является самым важным. Это условие, что покаяние должно быть совершено вовремя. То есть до того момента, когда уже покаяние отвергается Аллахом Субхану ва Тааля. И здесь мы скажем, что срок для покаяния, их два. Хорошо? Сроков два. Срок общий для всех и срок что? Для каждого отдельный. Срок для каждого отдельный – это смертный час. Если пришел твой смертный час, вот тут уже что заканчивается время принятия покаяния. Это конец времени принятия покаяния. Поэтому Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране: وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. Но нет покаяния тем, которые совершают грехи до тех пор, пока не приходит к ним смертный час, и потом они говорят: «Инни тубтуль ан», вот теперь я каюсь. Посмотрите, пророк, алейхиссалату вассалам, что говорит своему дяде Абу Талибу. Абу Талибу, когда он пришел смертный час Абу Талиба, что сказал ему пророк, алейхиссалату вассалам? «Куль ля иляха илля Аллах», скажи: «Ля иляха илля Аллах», нет истинного божества, достойного поклонения, кроме Аллаха. «Кариматан ухаджу лака биха инда Аллах». Слово произнеси, посредством которого я попытаюсь, что за тебя в судный день заступиться. Использовать то, что ты это сказал, как аргумент в твою пользу. То есть, может примется, а может не примется уже. Потому что настал смертный час. Посмотрите на историю фараона. Когда фараон уже увидел, что воды над ним смыкаются, и что пришел его смертный час, и он уже неминуемый. Что тогда сказал? «Аманту аннаху ла иляха илля аллази амана бихи бану Исраиль, ва ана миналь муслимин». Я уверовал, что нет истинного Бога, кроме того, в которого уверовали сыны Израиля, и я из предавшихся. Что ему было сказано? «Аль-ан». Теперь, когда пришел аджаль, когда пришла смерть, теперь уже поздно. До этого момента нужно успеть покаяться в своих прегрешениях. И дальше Аллах Субхану Тааля сказал: «Аль-ан», а теперь, «Вакад асайта кабл», ты до этого совершал прегрешение, «Вакунта миналь муфсидин», ты был из тех, которые сеют порчу и нечестие. «Фальюма нунаджика бибаданик», сегодня мы спасаем тебя с твоим телом, «Литакуна лиман хальфака ая», чтобы ты был знамением для тех, которые за тобой. Что это значит? Это значит, что мы твое тело, когда ты уже утонешь, мы его сохраним и покажем. Мы его покажем кому? Бану Исраиль, сынам Исраиля. Почему? Потому что сыны Исраиля столько видели гнета от фараона, столько издевательств, истязаний, настолько были запуганы, и страх вселился в их сердца глубоко, что чтобы они могли успокоиться и возрадоваться по-настоящему, Аллах Субхану ва Тааля показал им это тело, что вот оно, мертвое. Вот он, ваш враг, который мучил вас, он мертвый. Так Аллах Субхану ва Тааля показывает тела тиранов. Людям, которые были запуганы ими, чтобы успокоить. Итак, это какое? Какой срок? Срок для каждого человека по отдельности, это его смертный час. И есть срок общий. Это срок какой? Это восход солнца с запада. Вот когда солнце взойдет с запада, а не с востока, это тот признак судного часа, когда уже прекращается прием Аллахом Субхану ва Тааля покаяния от людей. Тогда уже уверовал человек или не уверовал. Хорошо. Если он уже в этот момент уверует, увидит, что солнце взошло с запада, то его покаяние и его вера не принесут ему никакой пользы. Аллах Субхану ва Тааля говорит:
Йома яти ба'ду аяти раббик. В тот день, когда придет одно из знамений твоего Господа, это восход солнца с запада. Ля янфау нафсан имануха лям такун аманат мин кабаль, не принесет душе пользу вера ее, если она не уверовала до этого, аукесават фи имания хайра, или не приобрела в вере своей блага. Итак, лучшие из кающихся, лучшие из совершающих грехи, из ошибающихся, лучшие это кающиеся, то есть возвращающиеся к Аллаху Субхану ва Тааля. И сказано таввабун. Лучшие из кающихся кто? Таввабун. Смотрите, тавваб не просто таиб, кающийся, а тавваб тот, кто много кается. Все люди ошибающиеся много, лучшие из ошибающихся тот, кто много каются, тот, кто много кается. Что такое покаяние и каковы условия покаяния, мы с вами упомянули. Это что касается данного хадиса.